Рахмон боится того, что в интернете всплывет все больше правды о его деяниях. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как из-за манипуляции властей страдают местные граждане. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних событий. Уроженка Таджикистана Муниса Нарзулоева не смогла победить в международном конкурсе «Китайский мост» из-за низкой скорости интернета в республике. Об этом рассказала она журналистам Таджикистана. Девушка учится в Худжанском университете, хорошо знает китайский язык. Ее соперниками стали 120 участников из разных стран. В 2021 году интеллектуальные соревнования провели онлайн. Конкурс нацелен на распространение китайского языка, а также истории и культуры КНР. Так, участникам состязания нужно было оперативно отвечать на разные вопросы о стране. На каждый из них выделяли по 5 секунд. Я могла бы занять первое место, но во время ответа на один из вопросов связь оборвалась, и жюри меня не услышали, рассказала Нарзулоева. Жители Таджикистана уже привыкли к регулярному блокированию доступа к различным веб-сайтам и интернет-ресурсам. Такие временные блокировки происходят практически каждый месяц. Некоторые веб-сайты, в основном независимые новостные порталы, в стране заблокированы уже полгода. Таджикистанцы обходят блокировки с помощью специальных программ. На сей раз уже месяц заблокирован доступ ко всему, что интересует местное население. А из-за низкой скорости с перебоями работают и сами VPN-программы. Когда девушка восстановила интернет и повторила ответ, было слишком поздно, и его не засчитали. Из 120 участников жюри выбрали 15 лучших. Несмотря на проблемы с сетью, Нарзулоевой досталось второе место. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь многие аналитики говорят о том, что интернет в Таджикистане замедляется искусственно, чтобы люди не могли иметь доступ к независимой информации в интернет. Как вы думаете, это правда? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но скорость действительно очень плохая. Это уже и народ весь, все устают от этого. Отметим, что плохой интернет остается одной из главных проблем Таджикистана. Доступ к сети в республике примерно на 70% хуже, чем в среднем по всему миру. При этом заместитель службы связи Илхом Атоев заявил, что в Таджикистане нет проблем в работе интернета и мобильной связи. Когда в мессенджере пишешь, сообщение через час доходит только. Ну, в первую очередь, это большая проблема, что в основном таджикские сайты не открываются с VPN, сайты новостей, ну и другие новостные социальные сети, как Instagram, ВК, Viber. Даже не получается с помощью VPN зайти на данные сайты. А как у вас обстоят дела с интернетом и мобильной связью? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!